Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нақ осы шақ. Сегодня наша тема нақ осы шақ. Осы шақ – это настоящее время. Осы указательное местоимение – это. Нақ – это сокращенное слово нақты, конкретный, точный. То есть это время, о котором мы сегодня с вами говорим, действие которого происходит в момент речи. В русском языке для сравнения, к сожалению, такого времени нету. Действие происходит постоянно, часто, констатация какого-то факта, или действие происходит в момент речи. Везде будет употреблено одно время в русском языке. Я читаю книги постоянно, всегда. Или я читаю прямо сейчас. Что ты делаешь? Я читаю. Момент речи. Будет один глагол «читаю». Вот в казахском языке будут различные времена, употребленные в данных двух случаях. Здесь можно сравнить с английским языком, потому что в английском языке есть данная грамматическая форма, лексико-грамматическая форма, которая называется present continuous, настоящее длительное время. Вот оно дает точно то же самое значение. Но, естественно, в казахский язык это абсолютно другой язык, и образуются здесь абсолютно другие грамматические категории, помогают сделать это время. Сегодня мы будем говорить о том и учиться тому, как сделать предложение с данным видом глагола. Нақ осы шақ – продолжительное настоящее время. Или в некоторых грамматиках говорится собственное настоящее время. Сонымен бірінші жақта. И еще хотелось бы сразу уточнить, что мы сегодня будем говорить только о болымды форма. Болымды түрі. Болымды түрі. Это не отрицательная, а утвердительная форма. То есть да, я сейчас это делаю. Потому что еще есть вариант нет, я этого не делаю. И там тоже свои особенности образования. Сонымен бірінші жақта мен, сен, сыпайы түрі сіз және ол. Для того, чтобы образовать данный глагол, мы употребляем вспомогательный глагол. Он называется қалып етістік. Иными словами, можно сказать, что это глагол состояния. В каком состоянии может находиться человек? В каком состоянии он различные действия делает? Он делает различные действия, когда он сидит, когда он стоит, когда он идет и когда он лежит. Вот в этих 4 состояниях мы выполняем различные действия. Или мы можем просто идти, сидеть, стоять, но это только 4 глагола. И прежде чем добавить вспомогательный глагол, у нас будет основной глагол негізгі етістік. Так, здесь немножко неправильно. Надо было сперва написать негізгі етістік. Основной глагол, то есть основное действие, которое мы делаем, например, читать. И к нему мы добавим деепричастный оборот в казахском языке ып, эп, п. Обратно 3 фонетических варианта. Все это один аффикс. И отыр. Вот эти наши глаголы состояния. Тұр, қалып етістіктер. Жатыр. Және жүр. Отыр, тұр, жатыр, жүр. Сидит, стоит, лежит, идет. Теперь приведем пример. И сразу по лицам распрягаем. Мен, сен,
сіз, ол. Мен читаю. Здесь мы берем основу глагола, а основа глагола, если в словарях глагол стоит в инфинитивной форме, то есть это оку, мы всегда убираем инфинитив у, и остается у нас основа глагола. Мен ок. Раз уж это слово твердое и слово заканчивается на согласный звук, мы добавляем вариант, который начинается с гласного, и он твердый. Это ып. Мен окып. Если я это делаю сидя, я скажу отыр мын. Если я это читаю стоя, я скажу мен окып тұрмын. Ну, я стоя стою, какое-то объявление читаю. Мен хабарландыру окып тұрмын. Я, мысалы. Если я читаю книгу лежа на диване, мен диванда кітап оқып жатырмын. И если я читаю не на ходу, вот здесь обратное исключение, если мы в последнее время, не прямо в момент речи, а действие началось задолго до момента речи и продолжается на данный момент. Например, я уже месяц читаю какую-то книгу, не могу ее закончить. Я употреблю здесь жүр, мен оқып жүрмін, немесе мен оқып жатырмын. Вот об этих двух глаголах состояния я сейчас вам отдельно объясню. Сперва про грамматику. Сен то же самое, если этот глагол, то же самое, ничего не меняется. Но давайте возьмем другой глагол. Сен, писать. Обратно твердое слово попалось, на глухой заканчивается. Жазып. Сен жазып тұрсың, сен жазып отырсың и так далее. Сіз, вы в данный момент смеетесь или улыбаетесь. Сіз күл. Вот теперь у нас мягкий вариант. Сіз күліп отырсыз. Вы улыбаетесь. Күлу не только смеяться, а также улыбаться. Және ол қарау, смотреть. Ол қара. Раз уж слово у нас заканчивается на гласная основа глагола, то мы добавляем вариант, который с единственным звуком состоит п. Мен қарап. Ол қарап отыр. Он, например, смотрит сейчас, и он делает это сидя. Теперь нам осталось только проспрягать по всем лицам. Мен отырмын, тұрмын, жатырмын и жүрмін. Также я вам не буду каждое слово сейчас спрягать. Я просто напишу окончание. Сен отырсың, тұрсың, жатырсың и жүрсің. Только один глагол здесь мягкий. Только для него мы пишем мягкое окончание. Сіз отырсыз, және сіз жүрсіз. Және ол қарап отыр, ол істеп тұр, ол істеп жатыр, және ол істеп жүр. Нулевое окончание в третьем лице. То есть, если это все сейчас мы уберем, это был пример, конкретная формула данного окончания. Это негізгі етістік, основа глагола, например, слово жаз. Мы добавляем причастие, ып, эп, жазып. И мы добавляем
қалып етістігі для того, чтобы определить, в каком положении мы это делаем. Например, я сижу и пишу. Вернее, я пишу сидя. Мен жазып отыр. И нам нужно добавить жіктік жалғау. Жіктік жалғау – это личное окончание. Мен жазып отыр мын. Это когда мы говорим о первом лице. Вот такой пример. Прошу вас записать данную формулировку. Ну, в языке, конечно, не бывает формул, как в математике, но я называю это формулой, потому что в любом случае любой глагол будет образоваться именно по данному ряду. Негізгі етістік ып, отыр, тұр, жатыр, жүр және жіктік жалғау. А теперь давайте я вам объясню тот момент, когда мы употребляем жатыр и жүр. Жатыр мы говорим обычно, если мы делаем действие лежа, мен кітап оқып жатырмын. Но переводится это не как я лежа читаю книгу. Это переводится я просто читаю книгу. Просто это происходит в момент речи. Либо жатыр и жүр употребляется тогда, когда действие началось задолго до момента речи и продолжается до сих пор. Но здесь между ними такая разница, что жатыр мы употребляем, когда действие пассивное. Например, я читаю книгу, здесь не нужно физической активности. Мен кітап оқып жатырмын. Мен екінші ай кітап оқып жатырмын. Я второй месяц уже читаю книгу. Және жүр, когда мы делаем действие физически активное. Мен ремонт жасап жүрмін. Я делаю ремонт. Здесь нужна физическая активность. Вот в таких двух случаях мы употребляем жатыр и жүр. То есть не только тогда, когда мы что-то лежа и на ходу делаем. Мысалы, мына жерге мысал жазайық. Мен кітап оқып жатырмын. Жасап жүрмін. Здесь основные, эти глаголы только вспомогательные. Основной глагол здесь оқып, және жасап. Вот такие два особых случая. Сонымен назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нақ осы шақ. Осы тақырып бойынша тапсырмаларыңызды орындаңыздар. Спасибо за внимание. Я предлагаю вам выполнить все задания, которые приложены к этой теме, потому что это очень важно отпрактиковать данную сложную грамматическую тему.